несколько лет я замечаю, что дубы, они преждевременно желтеют и опадают. Очень рано, до наступления осени, скажем, или там зимы, они начинают сбрасывать, желтеют листья, сбрасываются и так далее. Это я наблюдал действительно. Но что я могу сказать? Ну, конечно, это какой-то вредитель и так далее, это очевидные вещи. Ну, раньше, допустим, деревья намного были зеленее, красивее, потому что за ними ухаживали, там все равно что-то делали. Ну, а в данный момент сейчас дубы особенно намного хуже стали, потому что не ухаживают за ними. Нет все равно тех обработок, которые делали раньше. Когда-то Бишкек был зеленым городом, а сейчас все больше и больше мы становимся мусоркой. Действительно, зеленые насаждения Бишкека находятся не в лучшем состоянии. Особенно пострадали дубы, листья которых уже несколько лет поражает дубовый пилильщик. На протяжении 2 лет этой проблемой вплотную занимается мэрия города совместно с учеными Кыргызстана. Этот вредитель появился лет 4-5 назад. Никаких мер не было принято. Дело в том, что этого вредителя очень трудно уничтожить. Есть некоторые средства, которые, значит, можно было бы химическим путем, но не никотиновыми средствами. Однако они не вошли в наш список применяемых препаратов для Кыргызстана. В основном это вредитель, широко распространенный вредитель в европейской части СССР, в том числе и в Польше, скажем, в Венгрии, Испании, там, и даже в Англии. Борьба с этим насекомым очень трудна. Ученые пытаются всего мира, практики пытаются всего мира. Чтобы добиться таких хороших результатов, не всегда удается. Почему? У них особая жизнь, особый цикл развития. Борьба с минирующим пилильщиком началась зимой 2011 года, когда перед учеными впервые была поставлена задача определить тип вредителя и придумать безопасный метод его уничтожения. Для испытаний ученым был выделен специализированный полигон. Предоставили экспериментальный участок за городом, где по рекомендации ученых был опробован биопрепарат лепитоцит СКМ. Это площадь у нас зона Алачинского водохранилища, площадь 75 га, северо-западная часть города. Прекрасно этот препарат действует и в России, и в других, но почему-то интересно, они не попробовали ни разу на этих пилильщиках. Вот впервые нами получим определенные положительные результаты. Был разработан детальный план, который был утвержден мэрией города Бишкек. В эти мероприятия входила установка феромоноклеевых ловушек и обработка зеленых насаждений биопрепаратом лепитоцит СК. Эффект оказался очень хорошим. То есть мы сумели хотя бы снизить численность пилильщиков одновременно с этими феромоноклеевыми ловушками, и другой вот этот лепидоцит СКМ. Работы проведены. Результат горожане могут увидеть на улицах города. А так ли эффективны были принятые меры? Наверняка каждый из нас видел желтые листы бумаги, развешанные на ветках дубов этой весной. Мы написали в Венгрию, наши коллеги, и там отозвались, что есть, значит, феромонные ловушки склеевые, которые хорошо, значит, срабатывают. С 15 апреля по 5 мая муниципальное предприятие «Зимстрой» выполнили работы по установке феромонных ловушек в количестве 5000 штук, где-то приблизительно на территории 500 гектаров. Ловушки устанавливали в местах массового произрастания дубов. Это в парках, скверах, бульварах. Феромоноклеевые ловушки, и вот как раз ловушки только предназначены для пилильщиков. Ни одно, и кроме того, не только на самцов. Летят они на запах, одновременно летят на желтый свет. Вот это их ориентация. Однако существует определенная проблема. Мало кто видел именно самцов дубового пилильщика. Очень скудные литературные данные по этому пилильщику. Про обнаружение самцов я по интернету, по другим источникам не видел, не нашел. Если это феромоновая ловушка, она должна привлекать самцов, потому что используют специальные вещества. Феромон – это такое вещество, которым самка заманивает самца.
если бы такая была ситуация, то в основном на этой бы липучке наклеивались самцы. Вот сколько ученые не проводили исследования, сейчас на данный момент нет достоверной информации, что были пойманы самцы этого вида. Доктор Алиев считает, что это феромонная ловушка, это не феромонные ловушки. Дело в том, что феромоны получаются от самок. Это как бы развивается партеногенез, там самцов нету. Самцами или самками пилильщика заполнены желтые листы, все еще под вопросом. Как бы то ни было, такие ловушки позволяют судить лишь о численности вредителя, но не бороться с ним. Пластинка, которая клеев, он привлекает несколько видов пилильщиков, и он только для слежения, для наблюдения. Сколько числится, а снижение численности не играет никакой роли. Это феромонные ловушки могут уменьшить численность этих насекомых до определенного уровня, но полного истребления, полного уничтожения никогда не происходит. Поэтому ученые, практики все знают, что в основном феромонные ловушки применяются для мониторинга. Вдобавок, этот тип ловушек наносит определенный вред и без того небольшому количеству полезных насекомых, обитающих в нашем городе. Одна из проблем данного метода, что сюда попадают, например, полезные насекомые, в частности, очень много ос мы здесь видим, очень много насекомых, которые опыляют растения. В частности, вот, например, наездники, которые являются одними из очень важных насекомых, которые позволяют бороться с теми же самыми пилильщиками дубовыми, минирующими. Действительно, туда попадает очень большое количество мух. Горожане все время говорят, это для мух. Дело в том, что вот трупный запах привлекает, они там попадают. И очень большое количество муравьев, которые попадают туда, тоже как бы идет на трупный запах. Вот. Что поистине должно было подействовать на вредителя, это обработка деревьев биологическим препаратом липидоцид. С 10 мая по 31 мая мы выполнили работу по обработке зеленых насаждений против комплекса вредителей зеленых насаждений, против комплекса вредителей. То есть не именно дубовый минирующий пилильщик, а против комплекса. Бактериальные препараты оседают туда и осваиваются, когда личинки 1, 2, 3 возраста питаются, в это время она не может дальше расширяться, и на этом, как кружочка или там какой-то форма определенная, на этом, то есть питание останавливается и погибает. В связи с тем, что мы не хотели и не хотим подвергать опасности населения, жителей наших, домашних животных и так далее, поэтому по рекомендации ученых остановились именно на биологическом препарате. Эффект где-то между 70 и 80%, это очень высокий для начала. Потому что мы сами участвовали, сами ходили, сами считали, сами помогали. Но так ли эффективен липидоцид в борьбе с дубовым пилильщиком? В инструкции изготовитель не указывает, что препарат предназначен для этого типа насекомых. Также подчеркивается, что липидоцид не проникает внутрь листа, оставаясь только на его поверхности. Если честно сказать, то не действует. Действует против листогрызущих, открыто живущих личинок. Она, значит, проглатывается, там образуется кристаллические включения, которые, значит, поражают кишечник. Именно липидоцид предназначен для чешуекрылых. Чешуекрылые – это листогрызущие. Их гусеницы восприимчивы к этому биопрепарату. А пилильщик – это из другого отряда. Это отряд перепончатокрылых. Это восприимчивость этого организма к препаратам не существует. Не существует. Тем более этот препарат не оказывает контактного воздействия, оказывает только кишечное действие. То есть этот токсин должен обязательно находиться внутри у насекомого. Когда насекомое живет внутри листа и защищено с двух сторон поверхностями, этот препарат не достигает своей цели. Поэтому эффективность его использования в данном случае, она очень низкая и может быть даже нулевая. В конце вот сказали, что действует 70%. Это удивительно. Откуда они нашли эту цифру? Мне вот это удивляюсь. 70% гибели произошло. Даже у чешуекрылых такого не бывает. Они постепенно гибнут в течение какого-то времени. И при этом мы говорим 70% у чешуекрылых – это высокая гибель. А у пылильщиков я не знаю, каким образом они достигли этих результатов.
Поэтому я очень сомневаюсь в правильности этих выводов. Результаты экспериментов академика Токтаралиева получили международное подтверждение. Образцы мы направили в казахский, научно-исследовательский институт защиты растений, где подтвердили об эффективности, этого препарата. То есть они посмотрели, что есть эффект мертвые личинки и прочее. Но у оппонентов академика есть оправданные сомнения. Как отбирались насекомые, отправленные на экспертизу в Казахстан? Отбор образцов тоже должен быть по методике. Я же говорю вам, только погибшие насекомые должны быть отправлены. А как они погибли, каким образом они отбирали, как они вели учет, непонятно. Сам отбор, процесс тоже по методике должно быть. Действительно, если намокнуть этот препарат данной личинкой вредителя, она, конечно, будет показывать. Получается, все сначала сделано все неправильно, методически, и потом дается такое громкое заявление, заключение, что это именно эти насекомые погибли от применения биопрепарата. Это уже крайне ненаучный подход, я считаю. А была ли вообще необходимость такой международной экспертизе, если ее можно с успехом провести в самом Бишкеке? Такую экспертизу, такой анализ мы могли бы у нас в лаборатории сделать. Например, у нас лаборатория считается самая современная, хорошо оснащенная лаборатория в Кыргызстане, даже в Средней Азии. Я микробиолог, я могла бы запросто сделать анализы. Но они избегали, они не обращались к нам, поехали в лабораторию Сагитова. Уважаемый Сагитов, может, не понял, откуда эти образцы были взяты. За последнее время на борьбу с дубовым минирующим пилильщиком из городского бюджета было выделено более 30 миллионов сомов. Согласитесь, сумма не маленькая. А эффективно ли были использованы эти средства? Достигли ли мы желаемого результата? Как видим, сегодня особых изменений не наблюдается. К тому же уже сегодня специалисты из научных кругов ставят под сомнение всю эффективность произведенных мероприятий. И у меня, как у депутата городского Кенеша, тоже есть определенные вопросы. Почему этот муниципальный заказ по борьбе с минирующим пилильщиком поручили Зеленстрой, у которого ни техники, ни спецсредств, ни специалистов в этой области нет? Второе. Почему основная часть денег ушла на приобретение липидоцида? А ведь этот препарат предназначен для борьбы с вредителями в сельской местности, а против дубового минирующего пилильщика он бесполезен. Я так думаю, что, как всегда, на сегодняшний день в вопросе борьбы с дубовым минирующим пилильщиком победила не наука, а тендер по приобретению этих препаратов. Большинство из нас понимает, экосистема нашего города в ужасающем состоянии. У нас повсеместно творится такая ситуация, что тут должен был газон, сейчас сделаны парковки, потому что некуда парковать практически машины. Вместо того, чтобы восстановить, озеленить, засеять разнотравными кустарниками и травами этот участок, здесь просто засыпано галькой. Очень чахлый, разрушенный газон, и практически нет растительности около дубов. Очень часто в городе обкладывают дерево, сокращая пристволовые эти круги, практически до минимума. Это тоже очень вредно. Сейчас стало модно так оформлять придомные участки, они эстетически очень приятные, но для экологии города, для насекомых практически бесполезные. А здесь с одной стороны невзрачные какие-то кустики, но с другой стороны очень важные для экологии города, для насекомых, живущих в городе. Отрадно, что мэрия нашего города старается сделать его красивым и цветущим в прямом смысле этого слова, строя пирамиды из цветочных горшков и развешивая петунии в синих контейнерах вдоль главных улиц. Хотя логичнее было бы направить средства на восстановление речной системы, повсеместное озеленение, борьбу с незаконной вырубкой и уход за зелеными насаждениями самого зеленого города в СССР. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане,
У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.